Не знаю, дочка, пока не вернется постоянная сиделка. А я смогу навестить сестру? Да что? Там человек болеет, нельзя же его беспокоить. К тому же сиделка не навсегда уехала. Скоро вернется, потерпи. Ты не заметишь, как время пролетит. Подожди немного. Ладно, дочка? Да, Каймет ханым. Зехрас Аннес. Тетя Султан, Азлем Дильбер. может, и тебе письмо пришло? Нет, дочка. Элиф сказала, что будет занята. Фатьма Субаши. Султан Даган. Я могу прочесть. Дорогая мамочка, Как ты там? Мы очень хотим, чтобы ты была рядом с нами. Обнять тебя. Я по тебе скучаю, мамочка. А ты, я знаю, скучаешь по нам с сестрой. Я отправила тебе свою фотографию, совсем новую. Знай, скоро мы все будем вместе, а пока смотри на мое фото. Я прошу тебя, только не грусти. И со мной, и с сестрой все в порядке. Не переживай за нас. И Лив всегда рядом, всегда со мной. Она целует меня прямо как ты, прикасаясь к моим волосам. Она так похожа на тебя. Из-за учебы я не смогла к тебе приехать, но мы скоро приедем. Я тебя очень люблю, мамочка. тетя Султан. Так не пойдет. О чем мы говорили? Не опускай руки, не надо. Я так скучаю по своей Назлы. Так скучаю. Я выйду отсюда и навещу их, обещаю тебе. Может, они никому не говорят, что их мать в тюрьме. Не думай об этом. Если бы не ты, кто знает, что бы произошло. И этот негодяй Максут... Не произноси его имя. Хорошо. Я понял. Договорились. Я позвоню тебе позже. Все наладится, я в это верю. Они молчат, но я знаю. Они горюют по нему. Он все-таки был их отцом. Не нужен такой отец. Может, ты и права. Когда-то меня силой выдали замуж. И с того самого дня я не видела радости. Ладно я, но он и дочкам испортил жизнь. Это не так. Твои дочки еще молоды. У них вся жизнь впереди. Элиф хотела учиться. Значит, будет. Черная полоса закончится, и все наладится.
Я школу в тюрьме окончила и здесь же. Поступила на юридический. Моя милая, ты много пережила. Все прошло, тетя Султан. Я даже во сне его не вижу. Мне бы так. Но когда закрываю глаза, вспоминаю, как он схватил Элиф за шею. Я тебя уничтожу! Я убью тебя! Я прикончу Ничего тебя! не Тебя понимаю. жить! Убью! Как я нашла тот камень, как смогла поднять и ударить его. Но в тот момент, когда он душил Элиф, Ты привыкнешь, тетя Султан. Я долго привыкала. И долго вспоминала. Все произошло дома. Мы только построили печку. Я наклонилась, чтобы собрать золу, а он начал приставать. Я схватила кочергу и начала бить. Била. Била. А дальше пусто. Ничего не помню. А потом я оказалась в наручниках. Знаешь, когда я все вспомнила? когда? Когда изучала уголовное право, в одной книге был пример. Девушка, как и я, убила своего отчима. Я читала и вдруг вспомнила. Тише, тише. Все прошло, милая. Не думай об этом. Ты мне стала как мама. Девочка моя, ты напоминаешь мне Элиф. Что бы я делала, если бы не ты? У меня все хорошо, доктор. Просто немного болит голова. Ладно, я скажу медсестре. Пусть даст вам легкое обезболивающее. Вы сможете поспать. Спасибо. Войдите. Элиф? Кахраман-бей. Еще немного. Еще час. Я верну Элиф, а ты свободу. Элиф, я должен кое-что спросить. Конечно, я слушаю. Максут для тебя что-то значит? Если его посадят, ты расстроишься? Да что вы, Эфенди. Все наши беды произошли из-за него. Что-то случилось, Кахраман-бей? Максут похитил Дефне. Что? Он не отпустит ее, не получив тебя. Ох, проклятие. Я лучше умру, чем буду с ним. И что будет с ребенком? Ты думаешь, я отдам тебя ему? Если бы мой отец сказал то же самое, моя мама не сидела бы в тюрьме. Все бы осталось по-прежнему. Ничего бы этого не произошло. Уже ничего не вернуть. Надо жить дальше. Все уже произошло, Элиф. Но ты не бойся. Максут понесет наказание. Я надеюсь на это. Его давно пора наказать. Я молюсь об этом. Так и будет. Так и будет, подожди. Давай позвоним твоему Кахраману. Максут.
Слушаю. Алло. Твоя жена сейчас сидит передо мной. А где моя Элиф? С тобой? Со мной. Скажи мне, куда ехать. Подожди. Я, может, поговорить хочу, Аллах, Аллах. Раз Элиф сейчас с тобой, дай ей трубку. Проверим. Поговоришь с ней, когда я привезу ее. Говори адрес. Дай ей трубку. Мне нужно услышать ее голос. Он хочет поговорить с тобой. Просто скажи, я здесь. Я здесь. Максут, куда ехать? Я же говорил, дамба Бахчикей. Он попадется в свою же ловушку. Он за все ответит. Я спасу тебя от него. Обещаю. Я вам верю. А я верю тебе. Мама, а Дефне и Кахраман где? Они сегодня ужинают в другом месте, дочка. Сообщили бы заранее, мы бы не готовили столько еще и на них. Мама, а где Элиф? Она с Кахраманом поехала? Что ты говоришь? Что за глупости? Сиделка Месудбея уехала на несколько дней. Я же говорила, что Элиф пока будет присматривать за ним. Ну, не знаю, она же личная помощница Дефне. Может, ее тоже пригласили? Элиф всегда с ней. Ну, или с Кахраманом. Это же очевидно. Хватит. Что ты говоришь? Следи за своим языком. Что я такого сказала, мамочка? Девушка из деревни приехала и во всем нам помогает, разве не так? Шокран, достаточно. Никто тебя здесь не спрашивает. С вашего позволения я пойду. Я поговорю с ней. Что с тобой, Шукран? Со мной все хорошо. Послушай, они сегодня очень устали. Будь снисходительный. Они уже не молодые. Сама знаешь, они со всеми такие. Что поделать? Не расстраивайся. Верно. Но я всегда проявляю к ним уважение, делаю все, как они говорят, а в последнее время они всю злость на мне вымещают. Нет, дорогая, тебе это кажется. Они мне как родные, и я знаю, что и они меня на самом деле любят. Конечно, я же их первая невестка. Ну, конечно, ты подарила им внучек. К тому же, люди всегда срываются на самых близких. Спасибо, Мирьям. Ты моя самая любимая заловка. Конечно, конкуренток-то нет. Пойдем-ка, не будем заставлять их ждать.
Если твой муж не приедет, Дефне Ханым, ты не увидишь завтрашний рассвет. Алло, Вейсель. Его нет. Он не приехал. Максут, во что ты нас втянул? Ничего не выйдет. Я уезжаю. Послушай меня. Подожди еще 10 минут. Он едет, наверное, в пробке. Он точно приедет. Не смей никуда уходить. Понял меня? Только 10 минут. Учти, на 11-й я отсюда уезжаю. Ладно, ладно. Да чтоб ты провалился! Тоже мне друг называется, да я... Дай мне сил, Аллах. Каймет, давно звонил Кахраман? Давно, Зиябей. Ах, Зиябей. Что такое? Ничего. Старость делает человека беспомощным, Каймет Ханым. Ты это о чем? Посмотри на меня. Мою невестку похитили. Еще и беременную. Мой сын неизвестно где. А я сижу тут. Ай, Аллах, как же так? Прекрати, Зиябей. Хватит. А для чего нам тогда дети? А? Они нужны нам, чтобы в такое трудное время решали все вопросы сами. Разве они не часть тебя? Верно. Ты, как всегда, права. Это не так, Зиябей. Я не всегда права. Твой внук сейчас в больнице. Борется за жизнь вместе со своей матерью. А я не могу тебе сказать. Аллах, прости меня. Прости меня. Что ты со мной сделаешь? Что? Я больше не могу так. Отпусти меня, слышишь? Ты совсем ненормальный. Это вы сумасшедшие. Вы с мужем. Ты слышишь, что ты говоришь, а? Что я сделаю? Я никак не могу понять. Этот мерзавец отказался от тебя из-за служанки? А? Все очень просто. Он привозит девчонку и забирает тебя, но нет же. Он решил провернуть свой номер. Что я сделаю? Чего вы добиваетесь, а? Чего вы хотите? Что вам надо от Элиф? Скажи мне, что вы от нее хотите? Ничего. Как ничего? Как ничего, а? Значит, твой муж и вправду наплевал на тебя? Или же... Посмотри на меня. Твой муж положил глаз на мою Элиф?
А? Говори! Это так? Он приставал к ней? Отвечай! Какой стати? А? Отпусти меня! С какой стати? А что тогда? Почему он до сих пор не здесь? Где девчонка? Почему он ее не привез? Потому что что? Говори! Потому что Или в больнице! Что? Что с ней? Говори, что вы с ней сделали? Что вы с ней сделали, говори! Клянусь, я всех вас перебью! Поняла меня? Что вы с ней сделали? Посмей только слово сказать. Я тебя прикончу, поняла? Ай! Роман! Ты цела? Где ключи? В кармане пальто. Кахраман. Прости меня. Это я во всем виновата. Это не твоя вина. Ты не виновата. Все в порядке? Да. Пойдем отсюда, пойдем. Мы приехали на место, все чисто. Подозреваемый обезоружен. Везем его в участок. Заканчивайте там. Оцепление снять. Всем группам отбой. Сынок, Доброй ночи, Мирием Ханым. что ты здесь делаешь один? Ничего, просто сижу. Когда ты пришел? Хоть бы сообщил мне, сказал бы, я дома. Все в порядке? Все хорошо, мама. Не волнуйся. По крайней мере, все будет хорошо. Что такое? Почему ты так смотришь? Ты изменился, Керем. О чем ты? Ты так вырос. Стал взрослым мужчиной, сынок. Когда ты успел вырасти, Керем? Сегодня утром я уже это слышал. Забавно.
Эй, о чем ты опять думаешь? Да, вспомнила твое детство, дорогой. Как впервые взяла тебя на руки. Знаешь, твой отец тогда заплакал. Я больше никогда не видела, как он плачет. Мы в последнее время часто его вспоминаем. Если бы ты его знал. Если бы. Ни одной фотографии нет. Это очень грустно. Я не понимаю, как у человека не может быть фото. Будто его и не было. Были другие времена, Керем, дорогой. Тогда не было мобильных телефонов. Фотографии делали только на праздники, а потом их вклеивали в альбомы. Мама, вы же не в каменном веке жили. Всего лишь 80-е. Но это был каменный век для фотографий. Их уже не восстановишь. Ты знаешь, мы пытались спасти фотоальбомы из пожара. Но было уже поздно. Айхан сегодня спросил меня про фото отца. Знал ли я его? Видел ли когда-нибудь? Почему он об этом спросил? Мама, если ты начнешь впадать в паранойю, я тебе ничего не расскажу. Говори, что я взрослый, а ведешь себя со мной, как будто я ребенок. Ладно. Извини. Рассказывай, я слушаю. Он предложил встретиться. Хотел что-то рассказать. Я должен тебе кое-что рассказать, Керем. Это очень важно. Я слушаю. Ты говорил, что совсем не знал отца. Верно. И ты никогда не видел его на фото? Слушаю. Керем, мне надо идти. И он больше не звонил тебе? Нет. Ладно, Керем, должна признаться, я ревную тебя к этому человеку. Что? К Айхану? Да? У тебя даже с дядями не такие отношения. Этот мужчина стал слишком близок к тебе. Не знаю, как объяснить. Если ты его узнаешь, он тебе тоже понравится. А еще он иногда бывает такой грустный. Мы ведь ничего не знаем о нем, сынок. Стой, я тебе его покажу. Мы недавно вместе сфотографировались. А, вы с ним селфи сделали, селфи. Селфи? Мама, почему ты такая смешная? Селфи. Да знаю я, что селфи. Захотела тебя рассмешить. Ой, мало зарядки. Смотри. Не то. О. Батарейка села. Ай, значит, не судьба. Потом покажешь. Мама, а где Элиф? Ты ее видела? Насколько я знаю, ее здесь нет. Несколько дней она будет присматривать за отцом Дафне. Знаешь, ученые говорят, что люди растут благодаря протеину. Мне кажется, они врут. О чем ты? Человека повзрослеть заставляет любовь. Не любовь. Безответная любовь. Никто не влюбляется одновременно, сынок. Кто-то обязательно будет первым и будет отдаваться этому чувству. Вот прямо как ты сейчас. А потом не заметишь, как и другой станет частью этой истории. Ты все знаешь, мама? Ну, почти. Любовь все реже появляется в этом мире.
Поэтому, сынок, знай цену этому чувству. Даже если любовь невзаимная, не забывай о ней. Мамочка. Сынок. Пойдем-ка, я заварю тебе чай. Дафне в порядке? И кто же ее похитил? Что? Хорошо, сынок. Потом поговорим. Вы что, уже домой едете? Дай Аллах скорее забыть об этом. Дедушка, здравствуй. Здравствуй, дорогой. Давно не виделись. Где ты ходишь, бродяга эдакий? Где он может быть? Конечно же, рядом с мамой. Да, да. А почему в офис не пришел сегодня? Там нечего делать, если тебя там нет, дедушка. Подлиза. Не признается, что прогуливал, пока меня не было. Папа, спокойной ночи, я пойду спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Скажи, почему ты не пришел на работу? Если что-то серьезное, и мне расскажи. Нет, дедушка, все нормально. Просто не смог прийти. Такое бывает. Ты молод, красив, кровь кипит. Да нет, дедушка. Вот что, внук, не думай, что я отстану. Мы с тобой еще сядем, поговорим по поводу всего этого. Как скажешь, дедушка. Аллах. Алло, Халиль. Как дела? Как Элиф? Все в порядке. Слава Аллаху, все хорошо. Халиль, если что-то произойдет, не дай Аллах, обязательно сообщи мне. Не думай, что поздно, звони в любое время, ладно? Конечно, Камет Ханым. Я присматриваю за ней. Да, она лежит. Да. Медсестры тоже часто заходят проведать ее. Даже если захочет, поспать не выйдет. Хорошо. Доброй ночи. Спасибо. Ох. Все нормально? Ваше давление в норме. Как вы себя чувствуете? Уже ничего не болит. Отлично. Малыш тоже в порядке. Он меня напугал. Очень. Расскажете ему об этом, когда вырастет. Ну, Якуб. Значит, я сама виновата. Позор мне. Пусть мне будет стыдно. Наргиз? Что такое? Папа здесь? Нет, я его выгнала. Мама, вы что, опять поссорились? Какое тебе дело? Я переживаю за тебя. А что такого случилось? Мамочка, я уже не ребенок. Я все вижу. И что ты видишь? Ты ведешь себя так, как будто ничего не произошло, но я знаю, что за ужином тебя обидели. В семье такое бывает. Подожди, скоро твой отец им всем покажет. А вот увидишь. А почему ты это терпишь? Что же я терплю? Я и то себя с трудом сдерживаю. А если ты и дальше будешь молчать, они не изменятся. Твои советы я не спрашивала и спрашивать не собираюсь. Не учи меня. Мама, с тобой серьезно не поговоришь. Вы оба такие странные.
Папа за ужином и слова не сказал, и ты продолжаешь их защищать. А что надо делать? Что, пойти против семьи? У каждого из нас бывают сложные дни. Завтра они извинятся передо мной. А сейчас марш, марш в кровать, марш в кровать. А то завтра будешь меня умолять поспать еще 5 минут. Спокойной ночи. Иди. Спокойной ночи. Дэфна сейчас вместе с Кахраманом, Зиябий? Да, Ой, спасибо тебе, Всевышний. может, им все же стоило заехать в больницу перед тем, как вернуться домой, а? Зачем, Зиябий? Дэфна в порядке. Она-то, да. Ну а ребенок? Не переживай, Зиябий. И с малышом, и с Дэфной все хорошо. Ты узнала, что Дэфне цела и невредима. Но откуда знаешь, что ребенок здоров? Почувствовала? Именно так. Бабушки чувствуют, Зиябий. Ладно, пора ложиться спать. Зиябий, что такое? Зиябий, Все хорошо. что случилось? В порядке. Просто голова Ты закружилась. сегодня пил таблетки от давления? А я пил? Не знаю. Нет. Наверное, я сегодня забыл про них. Зиябий, как же так? Как так, Зиябий? Как ты забыл их выпить? Это лекарство надо принимать каждый день. Держи, пей. Вот так, выпей. Давай. Вот. Уже лучше? Не так быстро. Я же только что таблетку выпил. Она не сразу действует. Откуда мне знать? От страха у меня разум улетучился. Да что ты. Ты умнее нас всех. Поэтому ты всеми нами управляешь. Если бы я могла помочь еще больше, Зиябий. Я делаю все, что в моих силах, но иногда путаю, что правильно, а что нет, Зиябий. Ты хоть раз пожалела, что вышла за меня замуж, Кеймет? Что за глупости? Почему ты сейчас завел этот разговор? А что тут такого, Кеймет Ханым? Ты изменила все направление моей жизни, Кеймет Ханым. Я был молодым, глупым и легкомысленным. А ты наполнила мою жизнь счастьем. Ну и хорошо. Что за разговоры ты завел на ночь глядя? Неважно, днем или ночью, Кеймет Ханым. Надо говорить обо всем, что у тебя на душе. Никогда не знаешь, что в жизни произойдет. Типун тебе на язык. У нас с тобой еще вся жизнь впереди, Зиябий. Скоро внук родится. Мы с тобой возьмем его на руки, будем любить, растить, мы его воспитаем. Да. Ах, родной мой. Ты уверена? Может, покажешься доктору? Поедем в больницу? Нет, милый, все хорошо, не переживай. Когда ты рядом, мне лучше. Ты сможешь уснуть? Может, они дали бы тебе успокоительного? Я не хочу ехать в больницу, Кахраман. Я столько часов без сна. Приедем, и я сразу усну, как младенец. Раз уж ребенок в порядке... Что такое? С ребенком что-то случилось? Нет, нет. Все хорошо. Скажи мне, что произошло. Малыш в порядке. Но доктор сказала, что все еще есть риск выкидыша. Мы можем потерять ребенка.
Режиссер Садуллах Шентюрк. Продюсер Онур. Начальник, разреши позвонить, пожалуйста. Сначала подпиши показания. Вот здесь. Так. Номер не определен. Не отвечает. Стой, начальник. Позвони еще раз, будь другом. Он возьмет. Позвони. Спасибо. Ответь же на звонок, ответь. Алло. Что, полиция? Алло, Максут? Это ты? я Весель. Я в полиции. У меня к тебе просьба небольшая. Чего ты хочешь? Ах, бедный парень. Говорил же, что ничего не выйдет. Весель, неудачное время мне нотации читать. Элиф, она в больнице. Найди мне ее брат. Узнай, что с ней. Иначе я тут с ума сойду. Ты знаешь меня. Понял. Что? Ладно, узнаю. И сразу сообщу тебе. Да, спасибо, брат. Я заканчиваю. 1 минуту. Сейчас 2 слова. Так, найди и разузнай, что с ней произошло. Понятно? Ну, пока, братец. Пока. Спасибо, начальник. Спасибо. Давай не будем это обсуждать. Мы и так сегодня многое пережили. Можем завтра поехать и поговорить с доктором. А что она тебе сказала? Что первые 3 месяца беременности особенно важны. Что обычно выкидыш происходит именно в первый триместр. А еще она спросила, не могла ли Элиф захотеть самостоятельно избавиться от ребенка. Это глупости, она бы такого не сделала. А почему ты так в этом уверен? Что, разве я какую-то бессмыслицу сказала? Она говорила об этом. Ты вспомни, она передумала и хотела сделать аборт. Говорила, но не сделала. У нее был выбор. И что же? Решала она. У нее было на это полное право. Я сказал, если она не хочет, может сделать аборт. Она отказалась. Может, она изменила решение. Откуда нам знать? Мы так мало с ней знакомы. Посторонняя женщина. Пора узнать ее получше, Дафне. Она носит нашего ребенка. Хотим мы этого или нет, она для нас непростая незнакомка. Пойми это и ты. Якуб, ты не спишь? Бессонница. Почему? Что-то случилось? Нет, ничего. А ты как, Мирьям? Слушай, братец, ты меня пугаешь. В такое позднее время спрашиваешь, как у меня дела. И правда. Я же не Кахраман, дорогая. Храни тебя, Аллах. Мирьям. Спасибо. Ты снова растопила сердце, Шукран. Правда? Чем же это? Да брось, это ерунда. Ты успокоила ее за ужином. Для нее это было важно. Перестань. Ладно, спокойной ночи. Я пойду спать. Отдыхай.
Тоже не спится. Ты сбегаешь, а я на нервах сижу. Как тут уснуть, не подскажешь? Если бы я не ушел, разговор продолжался. Давай об этом забудем. О чем забудем, Якуб, а? О чем забудем? Ни с того ни с сего сорвались на меня, а ты молчал. Так даже служанок не отчитывают. Не преувеличивай, Шукран. Я преувеличиваю, Якуб. Я в доме словно козел отпущения, а ты даже слова в мою защиту никогда не скажешь. Как мне это девочкам объяснять? Не впутывай детей, Шукран. Они не имеют к этому отношения. Дочки задаются вопросом, что мы за родители такие. Шукран, ради Аллаха. Хватит. Эта тема закрыта. Ты иди, я следом. Почему? Я забыл, мне надо кое-кому позвонить. Я жду тебя. Да, это ненадолго. 5 минут. Отель Чагатай, здравствуйте. Доброй ночи. Соедините меня с Кадиром Сертаром. Минутку. Кадир Бей уехал. Уехал? Вы уверены? Да, Эфенди, он покинул отель. Понял, спасибо. Набранный вами номер не зарегистрирован в сети. Странно. Я словно безумна, схожу я с ума. Не черный ли глаз стал виною? Я плачу ночами, в тебя влюблена, больна, одержима тобою. Сгорает душа, изнывает нутро от боли и муки жестокой. За что? За какие грехи я должна по жизни идти одинокой? И черная месть тлеет в сердце моем, грозит обернуться пожаром. И если не будем с тобой мы вдвоем, вся жизнь моя станет кошмаром.
Гюльсюм, куда ты яйца убрала? На столе оставила. Где же? Так спрятала, что не найти. Они сами спрятались, Айсель, дорогая. Если бы тебя захотели съесть, ты бы тоже спряталась. Остроты на язык. Доброе утро. Доброе утро. Вот, Гюльсюм, еще одна ранняя пташка. Я уже давно проснулась. Заскучала и пришла к вам. И правильно. Может, вам здесь нужна помощь? Я могу что-нибудь сделать? Айсель, пусть она помидоры нарежет. И правда, помоги. Нарежь помидоры. Только кожицу надо снять. Иди сюда. Хорошо. Доброе утро. Привет, сынок. Доброе утро. Мама, есть чай? Конечно, налей себе. Тетя Айсель, эти помидоры у меня не раздеваются. Ну и хорошо. Застенчивые попались. Я хотела сказать не чиститься. Доброе утро. Доброе утро. У всех хорошее настроение? Да, вполне. Если не считать стеснительных помидоров и спрятавшихся под салфетку яиц. Когда начались боли? Ближе к рассвету. Очевидно, что от них вы и проснулись. Да. Я сегодня чувствую себя намного хуже. Доброе утро. Доброе утро. Хорошо спалось? Я тебя ждала, не заметила, как уснула. Когда я пришел, ты спала. Ты вчера много пережила, намучилась. Как я мечтала об этом, Кахраман. Проснуться в твоих объятиях. Любимая. Давай будем обниматься весь день. А? Не ходи сегодня на работу. Пожалуйста. Не получится. Меня ждет масса разных дел. Совещания, встречи, много всего. Не ходи. Мне придется. Не ходи. Надо, дорогая. Не ходи. Надо идти. Не ходи. Пусти. Ай, Аллах. Кахраман. Не беспокойся. Думала, я опять что-нибудь разобью. Что такое? Ты побледнела? Резко вскочила. Давление, видно, упало. Это от голода, милая. Я хочу есть. Дафне, Слушаю. скажи Айсель, пусть приготовит мне омлет. Хорошо. Гюльсюм, отнеси это. Доброе утро, Айсель. Доброе утро. Есть дрожжи? Дрожжи?
Конечно, а что? Я подумала, может, булочки испечем? Булочки? Угу. Знаете, что мне сегодня приснилось? Во сне я почему-то приготовила бюрек с сыром и картошкой и подала на стол. Очень вкусно. Он не получился. Жаль. Потом я подумала, шукран – это знак. Что ж тогда? Надо бы замесить тесто. Да. Только отнесу блюдо. Вот что бывает, когда постоянно пьешь сок из петрушки. Снятся кошмары. Приятного аппетита. До свидания. Спасибо. Всем хорошего дня. И тебе удачи. Если хотите, я могу сделать тосты, тетя Эсель. Да, милая? Мне тоже пора. Приятного аппетита. Удачи, доченька. Пока. До встречи. Хорошего дня. Пока-пока. Селим! Слушаю. Что ты делаешь? Отдай. Не отдам. Нергис, у меня нет времени. Верни. Скажи, что мы помирились. Вот зачем тебе эта линейка? Отдай. Отдам, когда скажешь. Нергис, я опоздаю на автобус. Верни линейку. Селим, скажи, что мы помирились. Прошу, пожалуйста. Давай забудем. Я не могу так больше. Я грущу и скучаю. Даже очень скучаю. Я тоже. Вот. Аллах, Аллах. Доброе утро, сыночек. Почему ты с утра пораньше разговариваешь сам с собой? Я позвонил Айхану, а его номер больше не обслуживается. Его телефон отключен. Это странно. И что, даже никакой записки не оставил? Ладно. Поговори с обслугой в отеле. Узнай все детали. Потом сообщишь мне. Пока. Что-то случилось? Нет. Пойду, мне надо поговорить с папой. Слушаю, Кемет Ханым. Халиль, как там у вас дела? Элиф ночью смогла поспать? Да, она спала. Когда я вышел в магазин, все было хорошо. Я уже у больницы, поднимаюсь к ней. Нет, не волнуйтесь. Лечащий врач и медсестры за ней очень внимательно следят. Ладно, хорошо. Как там папа, Эмине? У меня все хорошо, я же тебе говорила. Что делать? Так получилось. Он сейчас в полиции.
Эмине, мне неудобно говорить, пора уходить. Передай папе, что я сегодня приеду, ладно? Хорошо, увидимся. Ты вчера столько пережила, бедняжка. Я решила узнать, как ты себя чувствуешь. Хорошо, спасибо. Знаешь, я рада, что все закончилось. У Эли все хорошо. Вы получили вести из больницы? Да, я с Халилем только что говорила и все узнала. Сколько бед сразу навалилось. Сглазили нас, что ли? Наверняка сглазили. Извините, а где Элиф? Элиф? Да, которая лежала в этой палате. Ах, да, появились осложнения, ее перевели в отделение реанимации. В реанимацию? Верно. Доброе утро, папа. Ты не занят? Проходи, сынок. Как ты, папа? Как дела? Дела идут. Все хорошо. С Дэфне все в порядке? Да, папа, да. Наша семья пережила такую беду. Я говорю про этого Максута безумного. Максут в тюрьме, папа. Максут в тюрьме. Но есть еще кое-что. Странное, даже слишком. Что такое? Несколько дней Мирьем звонил неизвестный абонент. Она сказала мне. И я разузнал. Ей звонил Кадир, папа. Кадир жив. Как это? Он с того света явился? Я пойду уже. Передавай папе большой привет от нашей семьи. Обязательно. Слушаю, Халиль. Что? Элиф. Элиф стало совсем плохо. Ай. Ай. Ты как, папа? Извини, что я пришел с такой новостью, но я не знал, что делать. Ты точно уверен, что это Кадир, сынок? Может быть, ты просто обознался? Нет, папа, нет. Я виделся с ним. Он стоял прямо передо мной. Невероятно. И что он сказал? Ничего. Ничего не сказал. Я удивился. И попросил его не пытаться беспокоить ни сестру, ни Керема, пока он мне все не объяснит. Мы не смогли поговорить. Я понял. Понял. Извини. Слушаю, мама.
понимаю. Как это возможно? Это из-за беременности? Причина неизвестна. Осложнения могли дать лекарства. Лекарства? Но вы же не произвольно их тут назначаете? Вы правы, но мы не знаем. Могла возникнуть аллергическая реакция, если честно. Нам непонятно, что послужило толчком. Но мы можем потерять пациентку, если не примем срочных мер. Не начнем действовать. Чего же вы ждете? Действуйте. У нас все уже готово. Только вот, Что? если мы начнем лечение, ребенка сохранить не удастся. Кадер, ты не хочешь есть? Смотри, что тетя Гильсюм тебе принесла. Свежий шпинат. Кушай, малыш. Назлы, как ты? Что делаешь? Я пыталась покормить Кадера, но он не хочет. Давай вместе покормим. Он не хочет. Может, не голодный? Наверное. Я оставлю шпинат в саду. Может, он потом поест. Кадер? Какое забавное имя. Сестра назвала. Дом, где сейчас Элиф, далеко отсюда? Вы не знаете, где она? Дом очень далеко. А я почему-то не могу с ней увидеться. Каймет Ханым не разрешила. Там пожилой человек болеет. Слушаю тебя, Керем. Алло, Дафне? Я тебя не отвлекаю? Нет, я не занята, говори. Я хотел спросить, не можем ли мы с Назлы навестить дядю Мисута сегодня? Я очень давно его не видел, да и Назлы скучает по сестре. Керем, это очень мило с твоей стороны, но сегодня нельзя. Его повезут на физиотерапию, потом он будет уставший. Я понял. Ладно, тогда в следующий раз. Дома об этом поговорим. Хорошо, Дафне, понял. До встречи. Пока. Ну так что? Сегодня ничего не получится. Но обещаю, ты увидишь сестру в самое ближайшее время. Слушай, Дафне. Именно. Керем сегодня приезжал? Нет, ни Керем, никто другой не приезжал и не звонил. А что опять случилось? Ладно, именно, если приедет, не открывай. Именно не только Керему, никому не вздумай открывать, хорошо? Я тебе потом позвоню. Ясно, Дафне. Увидимся, пока. Никогда в своей жизни я столько не врала. Настоящей лгуньей стала. И все из-за вас. Из-за меня? Бесстыжая. Я обманывать стала только ради тебя, милочка. Мир перевернулся, когда я услышал сердце ребенка. Крохотное, но так часто бьется. Верно, это и правда чудо. Он живет в тебе, теперь я это знаю. Я осознала то, что ношу под сердцем ребенка, услышав его сердце. Мама всегда говорила, что у человека две души, да только я ее не понимала. Подумайте, речь ведь идет о ребенке. Мне его жалко. Как от него отказаться? Это живой человек.
Помогите мне, Кахраман Бей, подскажите, как быть? Помогите мне, я не знаю, что делать. Помогите мне, помогите мне. Вся их семейка сбежалась. Что за Элиф такая? Кахраман? Сынок, все же было хорошо, она шла на поправку. Что случилось, ума не приложу. Извините, вам нельзя находиться в реанимации. Выходите. Да, хорошо. Ты не успел поговорить с Элиф, сынок. Мама, давай выйдем отсюда, я все расскажу. Здравствуй, брат. Легкой тебе работы. У меня будет одна просьба. Слушаю тебя. Что значит, ребенок погибнет, если они начнут ее лечить? Так сказала врач, мама. А ты что ответил? Сказал, чтобы спасали Элиф, что же еще? Сынок, скажи, а жизнь Элиф точно под такой уж большой угрозой? Я не спрашивал, мама. Мне даже в голову не пришел вопрос, умрет ли она. Сынок. Нет времени на пустые обсуждения. Мы не можем подвергать жизни Элиф опасности. Она из-за нас и так натерпелась. Ты меня неправильно понял, а вдруг еще есть надежда? Ладно, мама, хватит. Все. Ну, удалось тебе что-нибудь узнать? Да, я узнал. Она беременна. И есть риск выкидыша. Доктора спасают и мать, и ребенка. Ты уверен? Да, уверен. Понятно. Спасибо. Спасибо тебе. Элиф в детстве не была такой красивой. Маленькая, с тонкими ножками. Волосы в разные стороны торчали. Но я уже тогда ее любил. Именно такое и полюбил. Почему? Не знаю. На то была воля Аллаха. Мне нравилось, когда она смеялась, когда проходила мимо, даже когда камень в меня бросила. Я сохранил этот камень.
Как ты понял, брат, вся моя жизнь в ней. Мне нужна только она. Если с ней что-то случится, я умру. А если до нее дотронется кто-то другой, я его убью. Клянусь. Ну давай, Весель, сколько можно? Где ты есть? Давай же, ответь! Ответь! Потерять ребенка, когда мы уже приготовились стать родителями. Тут есть только одно правильное решение. И ты его уже принял. Кахраман, как бы мы ни хотели этого малыша, она не должна платить за это своей жизнью. Мы не можем подвергать опасности жизнь другого человека. А как быть с Кахраманом, Якуб? Он уже виделся с Кадиром. Он этого просто так не оставит. В этот раз я все улажу. Каким же образом? Кахраман не найдет Кадира, сколько бы он его ни искал. Он его уже нашел. И даже поговорить с ним успел. Без нашего ведома. Кто знает, что твой брат предпримет на этот раз. В прошлый раз ты не смог до конца разобраться с Кадиром, папа. Предоставил бы дело мне. Из яйца вылупился, а теперь скорлупа не нравится? Нет. Просто пора научиться мне доверять, папа. Да. Я все решу. Ладно. Режиссер Садуллах Шинть. Мой Аллах, как же вкусно пахнет. От одного запаха можно с ума сойти. Ух ты. А где все домашние? Для кого же мы столько приготовили? Я с радостью один съем. Знаешь, мы похожи на семьи из зарубежных сериалов. Там дважды в год подают огромные блюда с индейкой. Только у нас после трапезы кофе надо выпить. Алло? Симаханен. Да, сегодня я непременно съезжу туда. Поняла. Обязательно куплю. До свидания, всего хорошего. Тебе опять звонили? Теперь Кахраман с этим разбирается. Тот, кто звонит, сказал хоть слово? Нет, и не собирается. А Кахраман что-нибудь выяснил? Смог он найти зацепку? Нет, мне он не говорил. Да и вряд ли он ее найдет. Может и так. Еще раз позвонит, сразу скажи мне. В последнее время Кахраман очень занят. Я займусь. Хорошо. Мне пора идти. Увидимся. Стой, я провожу. Вечером я была на тебя сердита, но все проходит, когда ты становишься таким. Каким таким? Таким ласковым, неравнодушным и одновременно очень серьезным. Но ты понимаешь. Нет, не понимаю. Я собираюсь на работу, а ты со своими глупостями. По такому Якупу твоя жена порой буквально сходит с ума. По соблазнительному, желанному Якупу. Ты сумасшедшая, Шукран. Ага, этого не изменить. Точно.
Есть новости об Элиф? Будут, мы вам сообщим. Доктор, пациентка приходит в себя. Ребенок. Как мой ребенок? Элиф, успокойся. С ним все будет хорошо. Тут все ясно. Проверим, когда получим новые данные. Проверять нет надобности. Наша сторона согласна. Значит, и наша. Практически согласна. Получив этот кейс, прозвучит «да». Спасибо, не стоило. С твоего позволения я пойду, пора. Сиди, я не отпускал. Я хотел обсудить еще один вопрос. Что случилось? Это останется между нами. Если я чем-то могу быть полезен, располагай мной. Один тип. Он скрывается. Надо срочно его отыскать. Но он этого не хочет? В общем-то, да. Точнее, он не хочет, чтобы его нашел я. И что будет, когда его найдут? Не торопи. Это сейчас не главное. Вот он. Кто это? Прошу прощения, у меня вопрос. А где дядя Кахраман, ты не в курсе? Понятия не имею. Извините еще раз. Можно вас на пару минут? Конечно. Как она, доктор? Есть какие-нибудь новости? Позвольте нам поговорить наедине. Что это значит? Элиф Ханем не согласна. Когда она пришла в себя, сразу спросила про ребенка. Ей все объяснили, но она отказывается. И что? Пациентка против любого вмешательства. А вы предупредили ее о возможных рисках? Я подчеркиваю, что жизнь Элиф Ханем все еще под угрозой, хотя за последние полчаса наблюдается улучшение. Пока слабое, но есть положительная динамика. Мы перевели ее в обычную палату, где она будет под наблюдением. То есть мы можем надеяться? Неизвестно, нельзя ничего гарантировать. Я ведь могу ее увидеть? Да. В чем дело? Элиф отказывается от лечения, которое навредит ребенку. Что это? Простите? Это не причинит ребенку вреда? Нет, ни в коем случае. Кахраман Бей, Элиф, прошу вас, поговорите с ними. Я не хочу, чтобы с ребенком что-то случилось. успокойся. Я все улажу. Вас они обязательно послушают. Ладно, ладно, не переживай. Вы поговорите, правда? Поговорю. Но сначала я должен поговорить с тобой. Элиф, ты ведь понимаешь, на что идешь ради нас? Такая жертва может сказаться на твоем здоровье. Я теперь просыпаюсь совершенно другим человеком. Жизнь играет новыми красками. И причиной этому ты, твоя храбрость.
Кахраман-бей. Элиф, не перебивай. Тише. Ты подарила нам надежду. Мне и моей семье. Дала заветный шанс, о котором мы так долго молили, почти отчаявшись. Но это неправильно. Изначально это было ошибкой. Нам не хватило сил смириться с судьбой. Ты же оказалась в этой игре от отчаяния и полной безысходности. Только не плачь. Не надо плакать. В этом нет твоей вины. Аллах, молю, подари, оставь нам этого ребенка. Знаю, я виновата. Я избрала путь обмана, но у меня были добрые намерения. Я хотела, чтобы мой сын стал отцом. Разве это плохо? Если тебе не жаль нас, не жаль эту кроху, то смилуйся над этой бедняжкой. Элиф не знает правды. Хотя она все чувствует и оберегает свое нерожденное дитя. Материнское сердце ей подсказывает: Аллах, смилуйся над ними, умоляю тебя. Ты очень молода, Элиф. На твою долю выпало много страданий. Но теперь все будет по-другому, поверь. Нет ничего важнее тебя. Я сейчас же поговорю с твоим врачом. Кахраман-бей, я вам этого не позволю. Нельзя, Кахраман-бей, прошу вас. Возможно, вы правы, и это может оказаться большой ошибкой. Не знаю. Но я не могу. Я не брошу этого ребенка на полпути. Я не сделаю этого. Элиф, все очень серьезно. Я не могу рисковать тобой. Почему? Кто вам сказал, что моя жизнь ценнее жизни этого ребенка? Мне же дали шанс появиться на свет. А у него его отбирают. Вы, семья, Дефне Ханым или даже я можем принять за него любое решение. Но у него нет такой возможности. Он беспомощный. Я часто разговариваю с ним и просто уверена, что он тоже хочет жить. Сейчас я плохо выражаю свои мысли. Но завтра все будет хорошо. Я расскажу ему, что у него будет прекрасная семья. Он будет жить. Вы только не сердитесь на меня. Но пока я не отдам вам его, он будет и моим. Он верен мне. Доктор! Да, Элиф? Мы все решили. Мы оставим ребенка и подождем. Ну, я пошел. Буду ждать от тебя новостей. Хорошо, как только найду, сообщу. Я провожу. Якуб, не волнуйся. Я здесь уже все знаю. Ладно.
До свидания. София, копии оставь, и оригиналы отнеси в бухгалтерию. Здравствуйте, Харон Бей, как дела? Знаете, теперь просто прекрасно. Почему? Что-то не так? У вас были проблемы? Я не так выразился. Мне сразу стало лучше, когда я увидел вас. Этот день словно озарило солнце. И он приобрел смысл. Мне очень приятно, я должна идти. Конечно. Слушаю. До свидания. Да-да, те документы готовы. Проходи. Видел проект рекламной кампании, что запускают в выходные? А он готов? Посмотри. Весьма интересно. Ты все изучила? Да, мне нравится. Раз моей дочери нравится, значит все хорошо. Верю. У вас что, было совещание с Харунбеем? Все в порядке? Разумеется. Что за вопросы? Да так, интересно. Ты просто так ничего не спрашиваешь. Не знаю. В этом человеке есть что-то странное. Взгляды, намеки, слова. Ну ладно. У меня совещание по финансам, я пойду. Звонила мама, кстати. На ужин тепсики-бабы. Нам нельзя опаздывать. О, приказ свыше, да? Невероятно, Гюльсюм. Такие вкусные пироги у меня получились, просто пальчики оближешь. Ох, я молодец. Да, сестра Шокран, вкусно было, ты права. Но я больше не могу, слишком много съела. Ой, а сколько же в них калорий, интересно? Шокран, значит, ты снова набрала калории, которые усердно сжигала, да? Гюльсюм, не преувеличивай. Я съела всего 2 штучки. Маленькие. Это ты уплетала. Шокран ханым, мы с тобой обе съели по 3 пирожка. Неправда. Ну и ладно. Сколько бы ни съели, нам на здоровье. Ой. Прошу, папа, вы что-то хотели? Простите, я пойду приберусь в гостиной. Садись, дочка, садись. Я вчера был очень резок с тобой, Шокран. Даже груб. Не стоит вспоминать, папочка. Знаю. Знаю, я тебя обидел. Ты уж прости меня. Это вы меня извините, глупую папочка. Порой не могу держать язык за зубами. Самой стыдно, что я всех раздражаю. В последнее время я стал раздражительным. Злюсь по любому поводу. Это возраст дает о себе знать. Постарел уже. Ну что вы говорите? Вы еще фору дадите Кахраману, Якупу, даже Керему. Нет, нет. Это уже в прошлом, хоть и было когда-то. А что это вы тут делаете, а? Да вот сидим, беседуем с невесткой. Да? А почему без меня? Вы с папой проходите в гостиную. Я сделаю вам кофе и принесу туда. Согласны? Согласен. Вызываемый абонент временно недоступен. Оставьте сообщение. Где же этот мерзавец? Найдем моего хозяина. Дайте нам 2 дня. Или другого ищем. Где взять хотя бы одного умного парня, а не дуболомов? Максута ищите срочно! Как прикажете. Вчера он был занят, а сегодня недоступен. Под его дудку плясать заставляет. Я всех вам найду хозяина. И Максута, и этого. Ты правильно поступил, решив поговорить с Шокран, папочка. У нее длинный язык, это точно, но сердце-то доброе. Верно. Только меня расстроили твои слова про возраст. Мол, я уже старый. Откуда такие мысли?
Все в порядке, доченька. С возрастом начинаешь чаще задумываться, зачем. Когда-то наносил обиды. Почему совершил ту или иную ошибку. Это ложится тяжким грузом на плечи. А порой разъедает и душу. Тебе об этом можно не переживать, папа. Я тебя хорошо знаю. Ты специально никого не обидишь. И ошибок ты никогда не совершал. У тебя очень доброе сердце, папочка. Ты самый замечательный. Если бы, милая. Если бы. Я хочу снова оказаться рядом со своей семьей. С женой и сыном Кахраман. Ясно? Любой ценой. О чем ты? Для Керема отец умер. Мы с Керемом иногда увидимся. Что? Керем тебя знает? Не как отца. Для него меня зовут Айхан. Приветствую, Кемальбей. Насчет Кадира есть новости? Понятно. Когда что-то выяснишь, сообщи мне. Если телефон будет недоступен, напиши СМС. Спасибо. Наш папочка все-таки особенный человек. Даруй ему, Аллах, долгую жизнь. Аминь. Айсель, ты бы видела. Зиябей первым подошел ко мне. Попросил у меня прощения, сел со мной рядом и во время разговора сказал, что я ему как родная. У него доброе сердце. За все годы, что мы с Халилем проработали в этом доме, он ни разу не бывал с нами груб. Спасибо ему. А я ему ответила, что вы, папочка, какие обиды. Надо же. Сестра Шукран, зачем варить кофе на плите? Могла бы в кофемашине сделать. Нет, Гюльсюм, Зиябей захотел, чтобы невестка сама ему кофе сварила. А я не Дефне, чтобы все с помощью техники делать. Гюльсюм, отнеси-ка это на злы. Хорошо. Превратили наш дом в богадельню. Мамочка, к нам здесь очень хорошо относятся. Я привыкаю к жизни в особняке. Он замечательный. Да, Аллах, ты тоже скоро увидишь. А в саду у нас живет кролик по имени Кадер. И Лифи его так назвала. Недавно я смогла познакомиться с сыном Айсель. Он учится на инженера. Это я. Здравствуй. Что делаешь? Маме письмо пишу. И о чем же? Да так. Рассказываю о вас, об особняке. Назлы, милая доченька. Вот смотрю я на твою фотографию и словно твой запах вдыхаю. Ты же обещала не плакать, тетя Султан. Иначе я не буду писать. Лучше напишу: Айше просто умница. Заботится обо мне, как вам и не снилось. Запечатаю и отправлю на злы. Пусть и про нас узнают. Хорошо, я согласна. Напиши так. Я пишу это письмо с помощью Айше, которая учится на юридическом. И Элиф тоже будет учиться. Айше окончила школу, сидя в тюрьме. На вступительные экзамены ездила, будучи под стражей, и успешно все сдала. Сейчас она на последнем курсе. Окончит и станет адвокатом. Надеюсь, она меня вытащит отсюда. Каждый день Аллаха молю. Ай, тетя Султан, не спеши. Пиши кратко, дорогая. Не обязательно все за мной записывать. Не хочу ничего пропустить. Ну ты и за меня помолись, чтобы я поскорее стала адвокатом.
и помогла тебе побыстрее выйти отсюда. Я об этом сказала. У тебя же был адвокат тети Султан. Где он? Не занимается тобой? Не знаю. Он какой-то странный. Никогда не смотрит на меня прямо. Все время вот так, не поднимая глаз, разговаривает. А ты не обращай внимания на это. Главное, чтобы работу свою выполнял. Остальное не важно. Пусть делает, что хочет. Но я говорю не об этом. Он будто что-то важное скрывает от меня. Я периодически хожу с ним на встречи и каждый раз все больше сомневаюсь. Все хорошо? Да. Не знаешь, когда дядя приедет сюда? Не знаю, Керембей, он мне не сказал. Надо позвонить в компанию. Слушаю, Керем. Дядя, я хотел поговорить, когда у тебя будет время? О чем речь? Дядя, мне не по себе, когда мы в ссоре. И мне тоже. Я сейчас пока занят. Перезвоню тебе, ладно? Хорошо, буду ждать. Какие новости? Состояние Элиф Ханым стабильно. И угрозы для жизни нет? Нет, ее жизни ничего не угрожает, не беспокойтесь. Слава Аллаху, слава Аллаху. Знаете, всему можно найти научное объяснение. Но произошедшее не что иное, как чудо, хотя мы, доктора, в них не верим. Если так пойдет, завтра мы сможем ее выписать. Алло. Да, слушаю. То есть ей уже лучше? Угроза для жизни миновала? Да. Я понял. Спасибо, до свидания. Наша Элиф обманула смерть. Прекрасно. Но что будет, когда Максут узнает? Максут, твоя невеста поправляется, с ней все хорошо, она просто уже беременна. Аллах!
Ну вот как я ему это скажу, а? Что это, братец? Вы к кому, ребята? К тебе, приятель. Ко мне? Да. Максота мы ищем. Здравствуй, дорогая. Как ты? Не знаю. Ничего не знаю. Плохо или ужасно. Расскажи, что случилось? Сначала с папой поздороваюсь. Зачем было утруждать себя, сынок? Я бы на такси до дома добралась. Ну что ты говоришь? У тебя дела, совещания, работа. А мама всего одна. Родной мой. Мама, прости меня за то, что утром я повысил на тебя голос. Конечно, оправдание тут неуместно, я тебя обидел. Но в последнее время мы очень многое пережили. Глупости, сынок. О какой обиде речь? Я вовсе не обижена. У нас одни причины для радости и печали. Сегодня у нас хорошая новость. Внук и сын нас не покинул. Он там, а мы здесь продолжаем денечки считать. Знаешь, да благословит Аллах Элиф, мы ей многим обязаны. Ради нас она пошла на эти жертвы. На огромные жертвы и риски. Даже жизнью рисковала. Я знаю, мама. Сам видел. Может, мои слова тебе совсем не понравятся, но Кахраман Бей был совершенно прав. Полагаю, я поступила бы так же, будь я на месте твоего мужа. Жизнь Элиф важнее. Ты не понимаешь. Я сейчас не об этом говорю. Ты бы видела выражение лица Кахрамана и его эмоции. Он очень хотел спасти Элиф. Он говорил с врачом так решительно, без капли сомнений. Дафне, милая. Из-за нее Кахраман накричал на собственную мать. Он так переживал за Элиф, испугался, что она не выдержит. Мне кажется, дело не в этом. А в чем тогда? Что ты хочешь этим сказать, Эмине? Я рассказываю тебе то, что видела. Послушай, я знаю, как тебе сейчас нелегко. Ведь биологической матерью ребенка является Элиф. И ты прекрасно понимаешь, почему у бедняжки чуть не случился выкидыш. «110/70. Хорошо. Просто прекрасно. Мы оба в неоплатном долгу перед вами. Я открою тебе одну тайну. Мы, врачи, ничего не делали. Все сделала ты сама. Я очень старалась. У этого ребенка будет прекрасная мама. Сильная, храбрая и чуть упрямая. Знаешь, я ведь не хотела вредить Элиф, когда дала ей в тот день это снадобье. Я мечтала вернуть наши прежние с Кахраманом отношения, как будто ничего не было. А когда в больнице я услышала, как бьется сердце малыша, поняла, какую мерзость я совершила. Это Элиф рисковала своей жизнью ради ребенка, которого я так желала уничтожить. Она даже не подозревает, что это ее ребенок. Представь, все считают меня твоей матерью, малыш.
Ты позволишь называть тебя малышом, да? Или тебе нравится как-то иначе? Как именно? Подскажешь? А? Маленький лучик. Ты ведь и правда мой лучик солнца. Если бы не ты, вряд ли бы мне хватило сил, чтобы жить дальше. Ты мой ясный свет, ты грядущее чудо. Моя вера, мечта и надежда. По-моему, готово. Посмотри и отправим. Хорошо. Что ты думаешь насчет Кадира? Кадира? Ты в курсе? Да, мне папа рассказал. Правда? Я не знал. А что здесь такого? Я все равно не поверил. Я тоже. Пока не увидел сам. Как можно так поступать со своей семьей? Его 20 лет считают умершим. Тебя тоже не было. Но ты ведь вернулся? А что случилось тогда? Я был во Франции, ты помнишь? Это уже не важно. Папа лучше нас знает. Вопрос не в этом. Как можно было явиться спустя столько лет и надеяться на встречу с женой, с сыном? Согласен. Что испытают после этого сестра и Керем? Как они на это отреагируют? Я сказал ему об этом. О чем? Велел держаться подальше. А он что? Думаешь, послушает? В чем дело? Куда меня поведут? Выходи, у нас и без тебя полно дел, давай. Нет, я не пойду, я жду своего кузена. У него для меня важная новость, он будет меня тут искать, я остаюсь. Парень, твой адвокат приехал, ждет, выходи. А, что? У меня есть адвокат? Ну ладно. Давай. Вейсель, есть Стой, какие-нибудь не так новости? быстро, парень. Максут, тебе нашли адвоката. Харунбей его прислал. Адвокат ждет. Не задерживай, пойдем. Сделай одолжение, дай мне хотя бы 2 минуты поговорить с кузеном, ладно? Спасибо. Есть новости? Нет. Только Что? я все узнал. Она в порядке, не беспокойся. Вейсель? Все, заканчивай. Брат, Вейсель, говори же! Вейсель, скажи, что случилось! Когда папа рассказал о Кадире, я подключился к поискам. Я понял, брат. Если хочешь, можешь оставить это дело. У тебя и так проблем полно, и жена беременна. Спасибо. Но я так не могу. Рано или поздно он объявится. Вместе мы найдем его быстрее, наверняка. Возможно. Ну, увидимся. Якуб, Да. будь осторожен. Да, чтобы Керем не узнал. Ладно, знаю, не переживай. Как дела, Керем? Хорошо, дядя. А как же иначе, лев мой? Ха, мне бы твои годы. Дядя, можно войти? Разумеется. Ох, дядя. Ну что, племянник, садись давай, вот так. Я так по тебе скучаю, папа. Если бы ты мог закрыть мне глаза и спросить, кто больше всех на свете любит свою дочку. Я почти ненавижу себя, папа.
Я совершила много гадких поступков. Наверное, мне сейчас просто не хватает любви. Как странно, правда? Каймет ханым? Зиябей, ты уже проснулся. Проходи, садись рядышком. Что-то долго я сегодня спал. Неудивительно. Просто твоему организму необходим долгий сон. Неспроста говорят, что маленькие дети обычно растут во время долгого сна. А старики, вроде таких, как я, умирают под утро прямо во сне. Я даже боюсь долгого сна. Почему, скажи мне, ты стал так часто говорить о старости и смерти, Зиябей? Если старики умирают под утро во сне, то сегодня я, пожалуй, всю ночь буду бить в барабаны прямо у твоего изголовья. Вот уж правда. Ты мне, дорогая, похоже, даже умереть спокойно не дашь. Не говори глупости. В нашей семье скоро пополнение будет, Зиябей. Я что, одна буду возиться с ребенком? Буду гулять с ним, потом в детский сад водить и в школу? На меня все бросишь. Хотя о чем я? Ты всегда так делал. Что будешь пить? Ничего. Хорошо. Дядя, Ты же все понял. В тот день мы повздорили. Я хотел поговорить с тобой об Элиф. Конечно, я понял. У нас было время, чтобы подумать. Мы успокоились и приняли правильное решение. Верно? Да? Режиссер Садуллах Шентюрк.